Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши короткие лекции по проблеме педагогики, системы образования. До сегодняшнего дня мы прочитали уже несколько лекций. В прошлый раз мы начали говорить о новой концепции, которую разработали мы в стенах Кыргызской академии образования. Я остановился на таких моментах, почему мы подготовили эту концепцию, чем была связана, продиктована именно разработка этой концепции. И остановился на таких моментах, на таких общих моментах, которые связаны с нашей системой образования, именно в аспекте, какой должна быть наша система образования, начиная от учителя, кончая школой, и вообще весь учебно-воспитательный процесс, в каком направлении должно проводиться в нашей системе образования. И я остановился на том, что вот сегодняшняя лекция, то есть следующая лекция будет посвящена уже конкретно тем уровням образования, которые мы, в общем-то, обозначили в нашей концепции. И сегодня мы с вами поговорим о структуре современной школы. Как мы видим структуру современной школы в нашей новой концепции. Когда мы говорим структуру современной школы, мы прежде всего, конечно же, несомненно, в нашей концепции мы сохраняем те ступени, которые, в общем-то, у нас идут уже много десятилетий. Это первая ступень, это начальная школа, вторая ступень – основная школа, третья ступень – старшая школа, дошкольное воспитание, которое в какой-то мере является подготовительным этапом и занимает особое место в системе образования. И поэтому буквально прежде чем перейти к начальной ступени школьного образования, я хотел бы несколько слов или выдержек прочитать из нашей концепции. Во-первых, нам всем известно, что дошкольный период, в общем-то, делят на 3 возрастные группы. Это первый период, это младенческая группа, это первый год жизни ребенка, это первый год жизни ребенка, от 1 года до 3 лет, это раннее детство, и дошкольное детство от 3 до 7 лет. Конечно, такое деление, конечно, в какой-то мере они формально, но тем не менее, каждая возрастная группа, в общем-то, характеризуется теми или иными особенностями, когда при воспитании наших младших детей. Во-первых, давайте, когда мы описываем, какое должно быть раннее детство, конечно же, мы прежде всего за основу раннее детство и младшее раннее детство и до года, ясное дело, что в каком направлении должно идти воспитание детей до 1 года, у нас написано очень много. Это, во-первых, и в основном наши мамы придерживаются тех правил или тех установившихся традиций, которые, в общем-то, идут из поколения в поколение. Это, прежде всего, конечно же, особый упор до 1 года уделяется, конечно же, это общение, прежде всего, с мамой. Мама, как должна вести себя мама до 1 года? В каком направлении должно быть направлено именно, давайте так скажем, воспитательный
ну, конечно, сейчас говорить о воспитании, но тем не менее воспитательный процесс в этой возрастной группе. Потом раннее детство с 1 до 3 лет. Конечно же, при написании, при работе над этой ступенью дошкольного образования мы основное внимание, конечно же, уделили тем наработкам, которые есть на сегодняшний день при разработке концепции, тем наработкам и тем работам, которые есть на сегодняшний день вообще в системе образования. В системе образования. Конечно же, в основу многие идеи той же работы Масура и Буки «После 3 поздно» или работы других авторов, которые были посвящены именно анализу этого периода, начиная от работы психологов, физиологов, были положены в основу при разработке этого периода обучения. И вообще, когда спрашивают, какое должно быть дошкольное воспитание вообще, то вот я хочу вот просто прочитать маленькую цитату из этой концепции. Каким должно быть дошкольное воспитание? То, что мы сегодня имеем в дошкольном воспитании, уже давно не соответствует требованиям времени. И это данность, которую мы должны выправить в ближайшее время. Прежде всего, мы должны отказаться от школьной модели в образовательном, воспитательном процессе дошкольных организаций. Мы должны вернуться к первоначальному наполнению содержания, заключающего название «детский сад». Именно детский сад, максимальное приближение к природе, со всевозможными играми на свежем воздухе, с привитием тех навыков и умений, которые формируются в процессе игровой деятельности, без принуждения и натаскивания, где закладывается основа культуры познания. То есть, здесь, конечно, при разработке при написании разделов, посвященных дошкольному воспитанию, мы останавливаемся коротко на каждом периоде и, конечно же, характеризуем, допустим, в раннем детстве, допустим, с 1 до 3 лет, на что должно быть обращено особое внимание. Или от 3 до 7 лет, на что должно быть обращено внимание. При этом, конечно же, мы говорим о том, что в дошкольном воспитании, конечно, очень велика роль семейного воспитания, роль родителей в воспитании детей. Ибо мы прекрасно знаем, и вы тоже прекрасно знаете, что школа или детские сады в основном только дополняют то, что получил ребенок в доме. И поэтому мы здесь в нашей концепции говорим о том, что семья должна принять активное участие именно в дошкольном воспитании. А то вы прекрасно знаете, что в последнее время родители отдают детей в дошкольные учреждения и считают, что этим самым заканчивается воспитательный процесс. И, конечно же, в дошкольном воспитании центральная фигура в дошкольном воспитании принадлежит воспитателю. И здесь как раз-то мы в нашей концепции пишем о том, какова задача и роль современного воспитателя, что и давая характеристику нынешнему, и какой оно должно быть воспитатель детей современных, мы как раз-то говорим о том, что дать больше свободы воспитателям. Мы иной раз, когда ходим в дошкольное образовательное учреждение, видим, насколько ограничены действия воспитателей теми методическими рекомендациями, теми рамками,
которые, в общем-то, спускаются сверху. И поэтому мы говорим, что вообще-то воспитатель, это так же, как и учитель, он должен получить не просто на должность воспитателя принимать людей, которые не имеют отношения к процессу воспитания или образования, а принимать людей, которые действительно окончили высшие учебные заведения или какие-то средние учебные заведения, которые бы имели базовое образование по воспитанию детей. Но, к сожалению, вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день во многих дошкольных образовательных учреждениях работают люди без образования, то есть без образования, то есть не имеющие базового образования именно в дошкольном воспитании. И поэтому мы говорим, что в ближайшее время необходимо пересмотреть программы подготовки воспитателей, целесообразно ввести систему дифференцированной подготовки воспитателей, чтобы в каждой группе дошкольников один воспитатель имел высшую квалификацию педагога-психолога, другой квалификацию воспитателя. И на обучение этим специальностям должны приниматься с одним требованием – уважать личность ребенка и любить детей. То есть вот так мы, в общем-то, данный раздел, посвященный дошкольному образованию, в общем-то, заканчиваем вот этим тезисом. То есть это приблизительно было касательно дошкольного образования. А теперь мы сегодня коротко остановимся на тех моментах, что мы предлагаем для начальной школы. Как должно быть организованы занятия в начальной школе, на что должны обращать внимание при обучении в начальной школе. Ну, конечно, мы все прекрасно знаем, что начальная школа – это первая ступень общего среднего образования. Обучение в начальной школе у нас и по закону, и по стандартам, в общем-то, начинается с 6 или 7-летнего возраста и продолжается в течение 4 лет. Почему именно с 7 или 6-летнего возраста? Это самое, как доказывает практика, как доказывает исследование в области возрастной психологии. 6-7-летний возраст считается самым оптимальным возрастом для систематической организации учебных занятий. Когда мы начинаем говорить о начальной школе, мы прежде всего говорим о том, что даем оценку современного состояния начального образования в нашей концепции. И мы здесь черно по белому пишем и говорим о том, что начальная школа и вообще программа начальной школы, как таковая, та программа, которую мы имеем сейчас в системе начального образования, она, конечно же, устарелая, ибо к нам пришли совершенно другие дети. Я бы так сказал, я всегда об этом повторяю в каждом своем выступлении, что сейчас учатся дети, которые родились в эпоху интернета. То есть дети – это цифровые аборигены, это дети, которые они не знали времени, что не было когда-то интернета. И к ним уже дети с 7 лет, многие дети 7-летнего возраста уже знают про компьютер, про смартфоны, айфоны. У многих имеются эти аппараты на руках, и многие уже пользуются до начальной школы многими этими аппаратами. И поэтому организация учебного процесса в том аспекте, который сейчас у нас имеется, конечно, она безнадежно устарела.
И поэтому мы говорим, что традиционная модель единого подхода ко всем и односторонний подход к обучению неэффективны при работе с такими учениками. Для того, чтобы привлечь и сохранить интерес детей, вообще нужны совершенно вот этих современных детей, нужны совершенно новые подходы, новые методики и еще новая организация учебного процесса, И кроме того, вы, наверное, прекрасно знаете, что вот именно период, начиная от 7 до 13 лет, это период такого, знаете, психофизиологического переустройства организма детей, именно подпадает именно в этот период. И поэтому здесь должно быть организовано, я сейчас не буду полностью останавливаться на всех аспектах дошкольного, то есть ступени начального образования. Я просто хочу сказать, что особое внимание в начальной школе, конечно же, будут отданы таким моментам образования, как, например, это прежде всего игровые технологии должны преобладать в системе начального образования. Многие предметы, которые сейчас у нас преподаются в начальной школе, они должны быть объединены и должны быть интегрированными уроками. Но при этом мы говорим о том, что начальная школа должна стать той основой, которая станет фундаментом дальнейшему успешному обучению в основной школе. Значит, особый упор в начальной школе должно быть направлено на формирование навыков говорения, чтения и письма. Минимум чтение и письмо на 3 языках. Это кыргызский, русский, английский. Элементарные математические навыки, навыки в области цифровых технологий, этики и эстетики и здорового образа жизни, необходимые трудовые навыки, навыки саморазвития, метанавыки, а именно целеустремленность, честность, восприимчивость, трудолюбие. И поэтому стандарты и программы в начальной школе должны быть гибкими, изменяясь, исходя из сложившейся ситуации, и потребности общества и личности. На сегодня мы, наверное, закончим. Завтра мы продолжим в этом же русле. Уже будем говорить об основном этапе нашего образования. Оно требует уже более детального и более расширенного рассмотрения. Спасибо за внимание. До следующей встречи.